Более заразный и непредсказуемый. Симптомы, похожие на обычный сезонный грипп. Чувство усталости, кашель, насморк, чихание и боли в горле. Хоть признаки омикрона есть у большинства пациентов Малгобекского госпиталя, точный диагноз покажет только тест. Лейла Сампиева оттягивала поход к врачу неделю, сидела дома, греша на ОРВИ. Мне только 38 лет, и то состояние хуже, что непредсказуемым альцна то дико хет садина дико хмис хет чхан юхо моху температура элуш сразу легкий закладывать дцо, поэтому цабат он хочет аз адара шеханаха первый симптом шел чебатница хабяка шеурш гда падит перца першта адарас. Часть проб в Ингушетии направляют в Ставропольскую лабораторию. Именно там определяют штамм коронавируса. В нашем регионе уже 30 подтвержденных случаев заболевания омикроном. Врачи Малгобекской ЦРБ говорят, что пациенты с новым штаммом могут быть и здесь. 10 человек в тяжелом состоянии в реанимации. На кислороде, более 50% больных на кислороде. В динамике мы наблюдаем сейчас увеличение числа госпитализируемых больных. Чаще всего какой-то период был спад этого количества у нас, но сейчас на сегодняшний день 81 пациент – это много. И за сутки у нас бывает, что поступает 10-12 человек. А еще несколько дней назад Малгобекская ЦРБ принимала 1-2 человека в день, а выписывала по 6-8 пациентов. Сейчас же ситуация поменялась. За неделю заболеваемость новым штаммом в России выросла более чем в 5 раз. 17,5 тысяч человек за сутки в одной лишь Москве и больше 65 тысяч пациентов по всей стране. В Ингушетии 103 заразившихся. Вот эта цифра, о которой мы говорим, что у нас зарегистрировано за день 103 человека, мы считаем, что она будет расти, потому что это за счет выходных людей меньше обращалось в лечебно-профилактические организации. И мы считаем, что вот этот рост будет идти заболеваемости. В Роспотребнадзоре обращают внимание на то, что в последнее время количество детей, посещающих школы, резко уменьшилось. Одни болеют, других родители просто боятся выпускать из дома. Если явка составит меньше 70%, то учеников будут отправлять на самоизоляцию. Существует миф, будто бы новый штамм не так серьезен, как его предшественник Дельта. Однако, заявляют врачи, омикрон особо опасен для детей от 2 до 5 лет. Впервые медики начали наблюдать у маленьких пациентов бронхиолит, который требует госпитализации. Если мы увидим, что ребенок положительный и у него выявился омикрон-штамм, необходимо обратиться в лечебную организацию. Желательно не контактировать. Дети, они болеют в более легкой форме и они заражают взрослых, поэтому необходима изоляция ребенка или в отдельное помещение, или ухаживать за ребенком должен один человек. Даже при уходе за ребенком нужно строго соблюдать меры безопасности. Маски, перчатки, дезинфекция. В Малгобекской больнице сейчас в реанимации находятся люди разных возрастов. Развернуто 120 коек. Госпиталь могут развернуть до 230 коек. С наплывом мы справляемся, отделение укомплектовано полностью, персонал у нас есть, и младший персонал, который нам очень нужен, и средний персонал, и врачи. Круглосуточно стоят смены, дежурят и в выходные дни, и в праздничные дни, не разбирая. Мы работаем все время. По словам медиков, лучше переносят COVID-19 вакцинированные. У них болезнь протекает в легкой форме. В республике привито 63% населения. Для коллективного иммунитета цифра должна быть не ниже 80. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.